Значит, мы приехали в Кропоткин для того, чтобы освещать марш трактористов, запрещенный, неразрешенный местной администрацией. Вчера весь день ездили с фермерами по Кропоткину, в станицу Казанское заезжали, где собирались устраивать марш. Но с маршем, собственно, ничего не получается, потому что всех участников тоже задержали по каким-то другим делам. Кого-то посадили 12 суток за неуплату алиментов, кого-то просто вызвали на допрос неожиданно в Следственный комитет. Ну, в общем, никто из фермеров не смог приехать. Под домами у них у всех стоят сотрудники полиции, которые не выпускают трактора со дворов. Поэтому тракторный марш не случился. Но сегодня с утра, тем не менее, мы собирались поехать в станицу Казанская, где все это должно было проходить. Вышли с утра с оператором Андреем Костяновым из гостиницы. И прямо на стоянке возле гостиницы нас напало человек 10-15 молодчиков в масках, в балаклавах. Начали избивать ногами, повалили на землю. И забрали все оборудование, рюкзак мой с компьютером, рюкзак с камерой нашей, штатив, короче говоря, все вещи, которые были у нас, все забрали. Вначале отдай телефон, но я сопротивлялся, телефон не отдал. А потом в какой-то момент они побежали, я побежал за ними, они сели в белый автобус, микроавтобус, фотография которого у меня в Фейсбуке есть, и на этом автобусе все организованно уехали. Стоит отметить тоже, что сегодня с утра, в 8 утра где-то, в гостиницу заезжали сотрудники полиции, которые неизвестные, которые уточняли, кто проживает в гостинице. Кроме того, и вчера тоже приезжали полицейские в гостиницу, и по словам сотрудников отеля, раньше такого не было. То есть, в принципе, полиция обычно не интересуется, кто проживает в гостинице. После того, как нападение случилось, мы вызвали полицию и скорую помощь. Полиция ехала достаточно долго, где-то полчаса, наверное. Приехали, сейчас с ней освяли все объяснения, протоколы. Андрея отправили в больницу, потому что есть подозрение, что у него сломано ребро. Я себя чувствую нормально, никаких серьезных повреждений вроде бы нет. Ну вот, что с Андреем сейчас, я не знаю, в больнице находится.